В Уфе 15:00. Добрый день всем, кто нас слушает и видит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдуллин, в студии активист общественного движения «Дворы наши» Леонид Бирюков. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню, что трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте и видеохостинге YouTube. На нашем YouTube-канале «Аспекты» вы можете оставлять свои комментарии, вопросы. Их мы можем озвучить в эфире. Ну и первый вопрос. Мы уже давали новость о том, что активисты движения «Дворы наши» обратились в прокуратуру Уфы из-за вырубки леса. Расскажите подробнее, что за лес, что за земельный участок и почему вы обратились в прокуратуру? Ну, здесь касается леса, который примерно находится от парка Гафурии до медколледжа. Это тот лес, который мы, собственно говоря, неоднократно облагораживаем своими субботниками, выходим на очистку этого леса, то есть постоянно мы его держим под контролем. Собственно говоря, основная масса активистов движения «Дворы наши» — это жители вот именно этого района. Соответственно, значит, все какие-то мероприятия в этом лесу нам сразу становятся известны. В данном случае касается участка, кадастровый номер 197, это участок, который на месте радиостанции «Алтай», то есть Жилстройинвест, строительная компания, его приобрела в частную собственность и, собственно говоря, история вокруг него. Сейчас, по информации от жителей, от активистов движения «Дворы наши», нам стало известно, что там происходит вырубка леса. Вот, естественно, мы ситуацию эту опять подняли, скажем так, на уровень обращений в надзорные органы и пытаемся вот сейчас получить ответ от прокуратуры, значит, ее реакции. Уже были определенные запросы даны, сейчас вот делаем еще запросы. То есть мы это дело держим сейчас на контроле, и хотелось бы, конечно, чтобы эта тема, она имела, ну, скажем так, широкий резонанс. Потому что если происходит что-то по-тихому, то вот по-тихому все вот нехорошие дела и Это, я правильно происходят. понимаю, речь идет про тот самый лес, о котором уже шла речь, года 2 назад примерно. Тоже тогда ваши активисты выступали за приостановку вырубки леса. Там, по-моему, даже порубочный билет был выдан, если не ошибаюсь. Совершенно верно. Вот как раз совершенно верно. Именно про этот лес, именно участок в этом лесу, примерно он территориально за, так называемым, Молдавский центр, вот так вот в обиходе называют. Там центр глазной хирургии. Но суть в чем, что вот на этом участке, как вы правильно сказали, еще 2 года назад, в 2020 году, наши активисты достаточно массово проводили флешмобы, привлекали внимание к этой проблеме. Кроме того, значит, были обращения и в администрацию, и в прокуратуру, получается, по поводу того, что там началась вырубка леса. С помощью активности действия, с помощью реакции власти и надзорных органов, в том числе, прекратилась эта вырубка, значит, и она прекратилась. А сейчас, и, кстати говоря, тогда был выдан порубочный билет, который был отозван, что немаловажно, прошу учесть. Значит, теперь у нас на данный момент что мы имеем? На том же участке опять массовая вырубка, значит, леса. Причем вот у нас уже есть определенные ответы, вот я могу их... я, насколько знаю, вы даже писали в комментариях на странице мэра города, если не ошибаюсь. Да, конечно. И там вам кто-то из представителей администрации Уфы уже ответил на ваш комментарий, что там идет вырубка, почему это происходит. Что вам ответила администрация? Вот я сейчас как раз специально взял, чтобы не путаться. Вот, пожалуйста. Вот один из активистов, это Рустем, на сайте главы администрации сообщил, что уже 3 дня подряд по лесу невозможно гулять. Слышны с самого утра шум от бензопил и треск падающих деревьев. Но это действительно так. Это же не только Рустем, это, собственно говоря, жители, которые гуляли в этом лесу, видели. Все это происходит на участке за зеленым забором в районе глазного центра. На фото видны бревна, которые на прошлой неделе были еще живыми деревьями. Но это вот, еще раз, это уже неоднократно мы наблюдаем. Это то же самое происходило и на участке Шафиева и Зорги, когда в такое, скажем так, теплое летнее утро мы случайно узнали от одного из наших активистов, это было лето, как раз сезон садов,
что вырубили березы. Вот как-то так это все происходит. Также было, помню, в свое время на Зорге 44, ну я просто экскурс в историю. И что вам ответили в администрации? Так вот, у нас вопрос, значит, почему началась вырубка. Так вот, отвечает, получается, должностные лица. Согласно публичной кадастровой карте, участок площадью 3,2 гектара с кадастровым номером, ну, последней цифры 197, находится в частной собственности. Мы не против этого. В соответствии с пунктом 5.1 правил охраны и защиты воспроизводства лесов и содержания зеленых насаждений в нашем городском округе лицам, оформившим право собственности, получение согласования разрешения на производство работ в зоне зеленых насаждений не требуется. Это отвечает один из сотрудников как этот вопрос, Азамат Габдельсламов. как этот ответ можно понимать? Работы — это что-то строить или что-то вырубать — это разные вещи или одно и то же? Вот я как раз и хочу сакцентировать на этом. Вы правильно выбрали акцент, и я подтверждаю это. Здесь речь идет в данном случае на производство работ, а мы подняли вопрос о вырубке леса. То есть, как законодательством регламентируется вот это мероприятие вырубка как раз леса? об этом мы и хотим сказать, что решением Совета городского округа от 26.02.2010 года номер 23/19 из раздела 5, который называется «Порядок производства строительных работ в зоне зеленых насаждений». Здесь написано, но это решение не было отменено, что категорически запрещается самовольная вырубка древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа. Всем юридическим и физическим лицам запрещается самовольная обрезка даже, в том числе и вырубка деревьев, кустарников, уничтожение газонов и цветников. Ну, в данном случае мы и видим, что... Может, они не самовольно все делают? Может, какое-то есть разрешение городской администрации? Вот или вы еще неизвестно это? Вот как раз сотрудник УКХ-ИБ отвечает, что все хорошо. То есть никакого согласования работ. Ну, это же некое лукавство, согласитесь. Имеет место быть, согласен, да. Ну, можно назвать это лукавством, можно сказать некомпетентностью. Можно разные слова применять. Да. Но суть в том, что на конкретный запрос лес рубят. Горожанин, почему рубят лес, на каком основании, получили некую отписку. Правильно я понимаю? Да, ну то есть это же ведь... И после этого уже обратились в прокуратуру Уфы, чтобы разъяснили ситуацию уже нормально. Да, конечно. Правильно понимаете? То есть мы используем один надзорный орган. Вот еще раз мне поясните, как несведущему человеку, допустим, каким образом все-таки можно вырубить лес на законном основании? Это должен быть выдан как раз тот самый порубочный билет, чтобы можно было действовать, да, или как? Ну, конечно. То есть в любом случае на вырубку леса, это же решили депутаты, и законодательство того требует. Мало того, что, Разиф, я вот еще хочу вспомнить о том, что Лесной кодекс говорит о том, что уменьшение площади городских лесов недопустимо. А здесь мы имеем место быть, что сейчас у нас лес, я, конечно, сейчас немножко с этой темы уйду опять, постараюсь быстренько вернуться. Хорошо, конечно. Как сказать, вся информация, она к месту. То есть мы видим, что вот эти участки, они появляются, собственно говоря, в лесу. Но ведь не будем же мы отрицать, что вот этот участок находится в лесу. Но почему-то вот отдельные сотрудники там пытаются нас убедить, что это не лес, что это не городские леса, что это вот просто какая-то растительность, да, там. Просто вот мы как активисты, да, и, собственно говоря, не только мы активисты, и я думаю, что многие сотрудники администрации, они живут в том же городе, что и мы, и понимают, что, как сказать, что если вот так относиться к лесу, то мы просто останемся без него, и все. То есть... вы знаете, я в свое время слушал мнение бывшего главного архитектора города, сейчас имя, фамилию могу ошибиться, просто не буду называть. Из последних это Ибрагимов, Байден. Байдена, да. Когда он говорил, что в Уфе достаточно много лесных насаждений, пора бы немножко их поуменьшить. Вот. Есть и другие мнения, хочу сказать, на этот счет. Я просто могу сказать, что я не согласен с его мнением, что количество хотя бы на основании Лесного кодекса не надо уменьшать. Я не говорю, могу согласиться только в той части, что вырубать сухостой и больные деревья. Но при этом хочу добавить, что не надо их доводить до того, что они становятся больными и сухими. А вопрос, смотрите, допустим, приобрел кто-то там, допустим, тот же Жилстройинвест участок в свою собственность земельный участок, а что на нем разрешается делать согласно закону? Или этот участок надо как-то выдавать разрешение на порубку, переводить его назначение там, в вид, разрешенный вид там, под жилую застройку? Каким образом все это происходит? Есть у вас какие-то на этот счет информация? Сейчас я попробую именно по
конкретно, опять же, по этому участку. Пока, да, разберем Да, 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 конкретную вот, ситуацию. на котором идет рубка леса. Дело в том, что вот в результате в 2020 году, когда были общественные слушания по, в том числе и этому участку, были допущены нарушения, и суд, он, собственно говоря, вынес решение, что там были определенные нарушения. Так вот, сейчас, что я могу ответить? Вот застройщик, он сейчас будет говорить, это мой участок. Ну, я за него заплатил деньги, да. Его позиция можно понять определенной части людей, да. Но человек заплатил деньги, дайте ему что-то сделать. Но... Можно грибы выращивать, например, и собирать. Да. Я просто хочу сказать, Разиф, застройщик, когда покупал участок в лесу, он о чем думал вообще? То есть он думал о чем? Просто интересно. Это мы сейчас трудно нам сказать. Давайте насчет именно ситуации разберемся. По что закону можно или нельзя сейчас что-то в лесу строить, например, тот же жилой дом, там, или какую-то дачу, там, условно говоря. Ну вот смотрите, то есть вот закон уже многообразие, есть и лесной кодекс, и градостроительный, да. Вот найдите мне такого специалиста вот, в природе, который вот владеет всеми этими кодексами в одинаковой мере и знает наизусть. На ваш взгляд. Ну вот мы пытаемся, как сказать, оценить вот, вообще вот. Я понимаю, что у нас достаточно много законодательных актов, которые еще и гражданский кодекс регулируют и уголовный при этом. Эту сферу деятельности строительства, да. Хорошо, ну вот тут у нас один вопрос от слушателей поступил, я хочу его задать, может быть, вы знаете, может быть, нет. В свое время, значит, было принято положение, что отменили публичное слушание по проектам строительства. Я просто этот вопрос задаю, потому что он имеет отношение к этой теме же сейчас. Кто-нибудь пытался оспорить это решение властей в суде или нет? Мы нет. Вы нет. А не знаете, кто-то вообще пытался это сделать или нет? Это неизвестно. И как вы к этому решению относитесь? Тогда, насколько я понимаю, это было сделано для того, чтобы как-то облегчить жизнь строителей, что ли, или каким-то другим путем? Почему публичное слушание отменили? Вот если прямо отвечать, то нет на вопрос. А если уже, говорится, вынести этот вопрос в обсуждение и попытаться найти ответ, давайте вместе попробуем найти ответ, вместе с вами, как сказать. Но я думаю, что, во-первых, я сделаю акцент на том, что у нас выдается разрешение на строительство администрации города, то есть отделом при администрации города. Решение в части планирования застройки территории кто у нас принимает? Городской совет. То есть решение о том, проводить общественное обсуждение и общественное слушание, у нас об отмене общественных слушаний, здесь хотел бы уточнить, это про какое имеется в виду отмена обсуждения? То, что премьер-министром было постановление правительства об отмене. Было общее постановление правительства, части. да. Но там не в части строительства, там в части было. То есть определенные моменты были. Оно не было такое вот, чтобы вообще отменить их. Все проекты не обсуждались. Определенные моменты, да. То есть надо сейчас просто взять документы и посмотреть там. Поэтому оно не настолько глобальное было, но оно в любом случае, понятно, что это постановление не об отмене общественных суждений в строительстве, касающихся строительства, а именно выдачи, отмена слушания изменений правил землепользования, что по раньше... каким-то точечным вещам, да, получается, не по всем. Ведь строительство можно начать в результате изменения правил землепользования. То есть, если, допустим, имеется участок с разрешенным строительством, например, там малоэтажная застройка, либо вообще рекреационная. Через изменение правил землепользования городской совет, то есть наши депутаты городские, меняют, да? Принимают решение голосованием, что давайте-ка вот этот участок примем, сделаем другую зону. То есть, соответственно, значит, интересант в результате этих правил землепользования получает уже другую, скажем так, другой вид возможности использования, соответственно, строительства на этом участке. Конечно же, убрать обсуждение, то есть и выносить это уже в готовом виде, это, я считаю, что это неправильно, это мое отношение. И вот то, что вот
наш житель обратился с вопросом, обращался ли кто, но я вот хороший вопрос, в принципе, почему бы действительно не обратиться. Вопрос, кто это будет делать, конечно. У нас столько много общественных организаций, в том числе и дворы наши, конечно, но... Но одним словом, вам эта мысль близка, и, возможно, вы попытаетесь это реализовать. Следующий вопрос от нашего радиослушателя. Я против радиослушателя. этого, я негативно отношусь к этому. Он касается именно этого же участка про вырубку леса, который вот мы сейчас обсуждаем. Это вопрос тоже, да? Да, вопрос. На этом участке вид разрешенного использования оформили под многоэтажную застройку. Как такое допускают и почему прокуратура не реагирует? Ну, это, наверное, вопрос к прокуратуре. Вот. Но все-таки как такое могло быть? Я продолжаю как бы эту тему. Это по 197 участку, Да. Сейчас просто у нас, я сейчас подготовлюсь, если можно, чтобы ответить. А раньше это была, так сказать, зона что-то ограниченное использование, да, что-то такое как-то. Как раз дело в том, что вообще там рекреационная зона. Рекреационная была. зона. Да. Затем, получается, были изменения, которые, эти изменения отменены были в том числе и решением Кассационного суда. То есть, но... После сейчас, той ситуации 2020 года, когда все это поднялось, да? Вот когда наше движение, в том числе, да, там Даниль Кашапов молодец, он целую презентацию сделал, да, надо сказать, доброе слово, что он достаточно много сделал полезного для того, чтобы вот не допустить там этого безобразия, когда вы в курсе, наверное, что на общественное обсуждение, это уже история, она многим известна, на общественное обсуждение в горсовете были вынесены там небольшое количество, а по факту участков. А по факту потом уже жителям оповестили об изменениях намного большем, там в несколько раз в большем участке. Но это, как бы сказать, это было доказано, что это было неправильно, это было нехорошо. Прокуратура здесь, спасибо прокуратуре, она довела это дело до логического конца. Но ведь что самое неприятное, что вот это как какой-то спрут. Вот, одну, говорится, щупальцу вроде прижали, но тут же появляется другая. Ведь у нас получается, что вот эти правила землепользования, опять-таки, они принимаются на городском совете. То есть я считаю, что вот... Это не решение администрации, это депутатское решение. Да, я напомню о том, что у нас вообще по уставу городского округа мы все знаем, о том, что у нас глава городского округа вообще это председатель городского совета. То есть это наш глава. То есть почему-то вот я часто... В сознании акцентирую. горожан и большинства горожан, я скажу, что главой города считает все-таки мэр, глава администрации. Это, как бы так уж сложилось, все по ним, по закону, по уставу, да, вы правы. Глава городского поселения – это глава городского совета, но на деле оказывается по-другому немножко. А живем по понятиям. Не то, что по понятиям. Вот я вот просто так могу сказать. Глава городского совета, если не ошибаюсь, он вообще на общественных началах работает, нет? А что мешает платить его зарплату? Вот у нас Васимов сейчас... Для этого надо поменять устав городской. Да не вопрос. Я, например, проголосую за то, чтобы избранник народа был. Но ведь какая-то двоякая ситуация. Товарищ получается. Васимов, он же, по-моему, тоже имеет отношение к строителям. В том числе и да. То есть... В том числе и да. А вот смотрите, как вы думаете, насколько эта практика распространена, допустим, взять участок, купить его, допустим, он является там вид разрешенного использования для отдыха, условно говоря. А потом через какое-то время раз решением городского совета эта земля оказывается вдруг, на ней разрешено строить. И ты, пожалуйста, потом извлекаешь из этого прибыль. То есть некая такая схема обогащения получается. Конечно. Покупаешь за одну цену, Конечно. один участок, потом строишь дом, продаешь, и прибыль Вот в этом как раз и есть коррупционная составляющая. Это вот широко распространенная практика, на ваш взгляд? Сплошь и рядом это. Я могу даже пример привести, где активисты нашего движения достаточно активно выступили и добились, собственно говоря, я подчеркну, через общественные слушания, через общественное обсуждение, через общественное обсуждение. Давайте пример. В данном случае уже как раз в каком-то году, я не помню, сейчас несколько лет назад же, общественные слушания были решением городского совета переведены в общественное обсуждение. Отличие, мы понимаем, что слушание это в зале, приходят люди, и очно говорят, сейчас общественное обсуждение, то есть граждане, жители направляют свои пожелания, мнения, и комиссия учитывает. Вы знаете, это работает, должен я сказать. Давайте пример. Пример это участок в нашем лесу, та ситуация, которую вы как раз упомянули. Это всем известный горожанам лагерь «Чайка», старейший лагерь «Чайка» в городской черте, который по чьей-то инициативе было задумано перевести в зону ОД-2.
Хотя там, как сказать, лагерь Вот это деловая застройка? Вот это два. Это уже позволяет гостиницу, насколько я помню, построить. Там, ну, различные, да вплоть даже склады взять и построить. Вот суть-то в чем, что когда мы стали задавать вопросы в главтуре, то есть вышли на сотрудников и администрации, общались. То есть мы сформировали свою позицию, что этого делать не надо. То есть основания были для перевода такие, что давайте там сделаем зимний лагерь для этого, но для этого D2 не надо. То есть, пожалуйста, делайте. Не делайте только в лесу многоэтажную застройку. Вот остальное все, пожалуйста. Ну, лагерь, зачем многоэтажный лагерь в лесу? Вот в лесу, повторяю, вот акцентирую, многоэтажный лагерь. Но вот почему такое желание в лес занести вот это вот так называемое благоустройство многоэтажное? Поэтому вот вам пример. И в итоге отменили это решение. Мы добились, да, и спасибо, скажем так, комиссии, которая в тот момент рассматривала, они выводы адекватные сделали. Нас действительно очень много обратилось, в том числе там еще другие моменты были. И, собственно говоря, движение «Дворы наши» в тот момент, оно проявило такую настойчивость и добилось. Леонид, я хотел бы все-таки... Именно через через Хочу обсуждение, немножко, чтобы вы пару слов рассказали о самом движении. То есть, как долго вы существуете и какие цели преследуете? Ну, собственно говоря, наверное, наше движение сформировалось больше из движения домкомов микрорайона. То есть, именно вот мы, собственно говоря, знакомы были больше между собой, активисты. Это как вот в основном борцы, скажем так, за благоустройство дворов, за своевременную уборку наших территорий. Ну, то есть постепенно, почему-то как-то мы, находясь территориально рядом с лесом, мы в зону своего, скажем так, общественного контроля, естественно, вносили и лес, который прилегал. То есть порядок в лесу нас тоже волновал. Как-то вот так получается, что мы организовывали субботники в лесу. Через это очень многие познакомились. Очень много собаководов, которые являются тоже, скажем так, пользователями леса. И среди них много людей активных встречается. И так постепенно у нас достаточно большая, скажем, масса людей. Я не боюсь слова сказать, достаточно большая масса людей, которая именно проявляла активность. И как-то постепенно мы, выстраивая вот эти вот горизонтальные коммуникации, мы потихоньку сформировались какое-то движение. Ну, стали собираться, обсуждать. То есть у нас в итоге выработался какой-то определенный, значит, скажем так, алгоритм, наверное, действий. Я бы сказал, даже, может, устав, не алгоритм, устав нашего такой негласный. Ну, что мы хотим? Мы хотим, чтобы развивалось место самоуправления. То есть наше движение — это не просто, вот, грубо говоря, группа диванных критиков, которые, лежа на диване, вот, пальчиком показывают в окошко, там плохо. Ну, есть у нас и такие, конечно. Ну, наверное, они везде есть. Ну, где-то, вот, понимаете, где-то же ведь он может быть в одном, этот человек и диванный критик, а где-то он встанет и что-то сделает, например, да. Поэтому вот такое вот очень тонкое отношение к членам движения, вот оно, скажем так, позволило сформировать достаточно большой массив людей. И что мне самое интересное, что, ну, я, как сказать, был в истоках организации движения, то есть, и вот видя, как вот действительно люди между собой общаются, то есть им уже не требуется какой-то, не то, что уже не требуется, им и не требовалось это руководство. То есть, собственно говоря, люди почему-то как-то спокойно вот стали ощущать себя вот этими, сначала просто общественниками, а когда какие-то встречи у нас проводились, кстати говоря, спасибо, вот здесь в данном случае похвалю администрацию, у нас определенные встречи были, это вот сейчас центры местной активности сформированы, то есть позволяло там собираться, то есть на территории, то есть обсуждение целей, задач. И, собственно говоря, мы сформировали какое-то определенное целеполагание для нашего движения. Ну, могу сказать, что вот одним из основных сейчас, я вот лично вижу, да, как один из активистов движения, я вижу это все-таки вот развитие местного самоуправления, то есть чтобы не просто житель выражал свое недовольство, сидел целый день в соцсетях, жаловался там плохой, чтобы он доказывал, что он хозяин. Если гражданин только критикует, не пытаясь, как говорится, делать что-то своими руками, но это, я считаю, это малоэффективно, и это
и это не создает критическую массу людей. Люди, когда вот выходят именно на те же самые субботники, пускай они кому-то не нравятся, кому-то они нравятся, но это один из способов именно Ну, объединения субботник людей. по принуждению, субботник Ни в добровольный, коем- это ни в разные коем вещи, случае, согласитесь. Ни в коем случае. да. Согласитесь. это Только разные. люди приходят. Причем, если раньше, в самом начале мы ну, переживали, вот, ну, объявляли там через соцсети, ну, придет там 3 человека. Вы знаете, я очень благодарен ну, нашим жителям, что действительно у нас действительно столько много активных людей. Просто вот никогда не думал, что... Я сейчас даже не думаю, но я знаю, что на любое мероприятие вот минимум 10-15 человек проходит. Причем просто за 10-15 минут пишешь в чате, вот надо собраться там, например. Приходит, даже не называешь там, например, там, прошу того. Кто может, тот приходит. То есть люди все заняты, у кого-то личные дела. Скажите, насколько сейчас выстроены ваши отношения уже с городской властью? Ну, каких-то определенных отношений таких, скажем так, я бы не сказал бы. Ну, я вот являюсь... Их совсем нет или какие-то все-таки есть зачатки? Ну, почему? Есть, вот, например, те же самые субботики, это в том числе способ коммуникации с властью. То есть мы даем понять власти, что мы не просто критикуем, мы делаем. То есть понятно, что здесь и завязываются определенные личные контакты. То есть понятно, что человек, который постоянно недоволен, он вызывает вот даже, например, ну вот... Ну, некоторое раздражение, Раздражение, скажем, да, мягко, ну что ты все время недоволен, да. И, Что ты бурчишь, да. да? А у Когда нас, ты успокоишься? да, например, те же самые субботики проводя, мы уже, скажем так, приобретаем определенный статус, и, то есть, сделал, я могу, скажем так, сказать, а вы что сделали? То есть, и поэтому здесь определенные, так сказать, коммуникации есть, очень много непонимания, ну и недовольство, скажем так, властью высказывается. От этого никак не уйдешь. Но коммуникации есть определенные. Я еще сейчас упомяну, раз мы о нашем движении. Кроме того, вот, одним из способов как бы, вот, такой горизонтальной коммуникации, которую вот, наши активисты используют, это вот мы, например, стали проводить детские праздники. Ну, вот, многие вот, говорится, видели видео. Вы знаете, вот люди, которые принимали участие, добровольно причем, то есть мы сами покупали эти призы, там колоночка, музыка в сквере, там во дворе, ну заранее договариваемся, например, там, что проведем, объявления печатные практически не делаем, просто говорим там нашим активистам, давайте там вас проведем. И вот мы в разных дворах проводили, вы знаете, вот люди вот реально... Это востребовано, то есть вот не такие вот, скажем так, формальные мероприятия, а вот праздники двора, вот, которые сделаны, вот именно когда с детьми занимаешься, это, во-первых, люди, которые вот со мной принимали участие, в том числе в организации праздников, они все, вот, понимаете, я вот после праздника смотрю, у него человек как будто вот он, как сказать, у него ну, светится. То есть действительно, когда делаешь доброе дело... Когда что-то сделал так, что могло улучшить настроение других. Обалденно, да. И видишь, что люди, вот, насколько они закомплексованы, родители детей. Я вот хочу отметить просто, ну, эфир, если позволит, немножко отойду в тему, но это тема очень важная, и я очень хочу ее рассказать. Поэтому прошу. Давайте, я слышу. Это относится к движению, к нашему и вообще коммуникациям жителей. Я просто вот стал, на что я обратил внимание, что дети, которые принимают участие, вот мы делаем эстафеты, то есть у них нету, как кто-то мне сказал из зрителей, тактильного эффекта. То есть вот мы, например, кегли, у нас простые снаряды, мы берем там, то есть детям-то много не надо, им же вот общение радует, они же прям, когда вот... Ну, элемент игры соревнований, он всегда заразителен. Причем мы даже вначале, вот, говорится, руководили, а потом уже, когда приходим в двор, некоторые же дети бегают по дворам, они уже принимали участие. Спрашиваешь, кто принимал участие? Типа я там, например, поднимает руку. И мы пробовали так. А давай ты будешь руководить. Ты же помнишь как? И вот ставишь ее, и он уже сам там что-то то есть пытается. некие уже элементы самоорганизации получаются. Да, и люди так уже, они смотришь, там некоторым по 4-5 лет, они уже такие ответственные. То есть уже там начинают, говорится... Причем вот это хулиганство, вот это, которое часто бывает вот в играх, там, ну, что-то кидаются, это отсутствует полностью. То есть они уже, как сказать, настроены на игру именно вроде при нашем, под нашим вроде таком руководством, но они как бы сами уже в эту игру входят. Вот мы несколько мероприятий организовывали возле Дворца спорта, там такой сквер достаточно удобный. И что вот я как раз, я ушел от темы, опять возвращаюсь. Что мне непонятно, почему родители вот не участвуют с детьми.
они же находятся рядом, то есть сидят на Ну, скамейках. смотрите, я вспоминаю свои времена, когда я был маленьким ребенком, пацаном, там, подростком. Ну, мы играли во дворе, там, родители нам были вообще не нужны. Мы сами устраивали игры, и все. Это в 4-5 лет? Нет, не сами 4-5, устраивали? нет, Я про этот возраст 7-10, говорю. там, 7-10. Сквер, да, ну там по всему скверу сидят детишки, родители. Они наблюдают, они ребенка отправляют и сидят в стороне. Приглашаешь, подходите, ну даже маленьких, двухлетних, ну 2,5 годиков. Это, видимо, из наш менталитет некий, что давайте я посижу, пусть за меня все остальное сделают. Не понимаю, вот либо они, может быть, не хочу, конечно, ничего плохого сказать, Ну, либо они стесняются. Я думаю, что, наверное, стесняются все-таки. Хорошо. Или, вот или нет практики такой, просто они не знают, как себя вести. То есть, может быть, они Скорее привыкли. нет практики. Да, вот поэтому не хотелось бы Леонид, наших вот и жителей. от этой темы я хочу чуть дальше пойти тоже как бы, ну, в этом же направлении. А как вообще горожане сейчас могут изменять свою ситуацию в своих дворах к лучшему? То есть какие есть инструменты? Давайте начнем с башкирских двориков. Как эта программа сейчас работает? Хорошая программа, если жители провели собрание и, собственно говоря, выбрали проект. Плохо, когда это делается, это вариант хороший, вариант плохой. Плохо, когда это делается по принципу вот, той же самой администрации. Необходимо вот уже закрыть какую-то территорию. Проблемный двор какой-то, да? Проблемный двор, там много жалоб, да. Ну, А тема почему плохо? хорошая. Все равно же двор-то благоустроит в любом случае. Я хочу сказать, что дворов-то много. Есть определенные замечания. Но я вот эту тему разрабатывал. Говорить, что все там не так и неправильно, я не буду. Тема очень хорошая. И, в принципе, здесь можно сказать, что и глава республики, то, что это вообще вот организовал. Там же, насколько я понимаю, была федеральная программа, которую потом финансирование прекратили. И вот чтобы работа не останавливалась, Ради Хабиров подхватил как бы эту идею на республиканском уровне. Вот если мне память не изменяет. У меня немножко другая информация. Все-таки до башкирских двориков была такая программа поддержки местных инициатив, ППМИ. Она и сейчас существует, если не ошибаюсь. Но она же не федеральная. Она также, получается, и Но региональная. есть и федеральный часть проект. федеральная, да, есть и наверное, федеральный да, проект да, тоже. Да. То есть тема хорошая, но здесь же ведь вопрос, например, ну давайте я приведу, вот я ведь злой на язык, я вот приведу пример, где у жителей не спросили. Вот если касается последнего ремонта по программе «Башкирские дворики», это район Парковое, Шафиево, и там несколько домов в эту программу ввели. С одной стороны, конечно, это сложно вот так вот собрать людей, провести собрание, да, вроде можно похвалить даже, да. Но вот есть там такой момент, там, кто в теме, он, наверное, сразу уже улыбнулся, либо напрягся. В районе Парковой 14/1 поставили 2 фигуры. Ну там вот сразу люди говорят, ну зачем это, вот, кто это придумал? А что за фигуры? Фигуры, я не знаю, там лоси, лошади, что ли, какой-то, ну, животные какие-то такие зеленые, встающие на дыбу. Ну вот я не знаю, ну неужели вот так надо было? Мне вообще вот Почему вы говорите, кто-то улыбнулся, а кто-то напрягся? Ну, напрягся, наверное, тот, кто знает, сколько на них ушло денег, наверное, на эти фигурки. А улыбнулся тот, кто каждый день мимо них проходит и видит. Надо посмотреть. Это Парковый 14/1, да. Запомню адрес. Так что... Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Ну, я не буду, скажем так, акцентировать, ведь все-таки это тоже работа, да. Я понимаю, что те же самые сотрудники администрации, они, ну, много нервов тратят. Я вижу, как работают... А еще вопрос. Я закончу. Хорошо. Я вижу, как они работают, скажем так, и вот это вот... Часто жители просто возмущаются, например, определенными изменениями, то есть, ну, например, вырубка деревьев, она вынужденная вырубка, чтобы парковку сделать, да, ну, выходят, бросают грязь в сотрудников, да, то есть здесь понятно, что, говорится, негатив, он с разных сторон идет, и фигуры эти, скажем так, это проявление просто вот как раз вот этого, ну, непонимания моего, а с другой стороны, так сказать, ну, делают же люди, ведь, в принципе, контроль важен, я считаю, общественный. Важно, чтобы жители сами, вот именно жители, тоже проявляли интерес. Но это для них То есть делают. тогда уже таких фигурок не появится.
Ну, конечно, да. Наверное, все-таки вот как-то получилось так, да, вот. Скажите, а есть ну, какая-то городская программа, которая вот ни к республике отношения не имеет, ни к федеральному центру, чтобы власти сами планировали там тот же ремонт дворов и прочее, благоустройство, или такого сейчас нет? Ну, на этот вопрос я так отвечу. Если вы сейчас вот напишите в администрацию письмо и попросите отремонтировать свой двор, что вам скажут? Вам скажут башкирские дворики, ППМИ и реальные дела. То есть вот, нету. вот чтобы, да. Ну, если бы было, наверное, бы написали, что мы готовы. Ну, вам дело в том, что не отремонтировать. хватает денег в городском бюджете или как? Вот вы хорошую тему подняли, и она меня тоже очень волнует. Я вот озадачился. Дело в том, что в нашем дворе мы провели собрание и столкнулись с тем, что мы ходили в администрацию, нам говорили, в 2023 году вы примите участие, то есть мы сдали все документы. А затем вдруг выяснилось, что бюджет сокращен, как говорится, денег нет, и как-то неопределенно все стало. Так вот я задаю вопрос также, по-моему, на сайте главы республики, и получаю ответ сотрудника администрации с Октябрьского района, что у вас все хорошо, у вас двор хороший, у вас асфальтовое покрытие не требует покрытия, ремонта. Вы можете обратиться к другим проектам, по ПМИ, реальные дела. Конечно, мы попробуем обратиться, но, уважаемые сотрудники администрации, прошу учесть, что мы уже провели собрание, мы воспользовались именно вашим сайтом, на котором все написано, что вы можете отремонтировать свой двор. Мало того, что сейчас жители, когда вот они собираются инициативной группой, говорят, мы хотим привести наш двор в порядок, им сразу говорят, окей, хорошо, башкирские дворики это для вас, вот есть такая программа, но при этом понимают, что это же только конкурс. Так вот, и как раз вот то, что вы сказали сейчас, мне очень интересно. А вообще администрация думает о тех дворах, которые не попадают в башкирские дворики? Они что у нас теперь будут? Как изгои, получается. Да. Вот получается, вот рядом со мной находится тоже разбитый двор Зорги 49. Да, я знаю, что там периодически закидывают этим асфальтом. Вот в нашем дворе приходится выходить из положения. Вот, например, мы тоже заделываем, дыры какие-то, цементом, но они есть, потому что асфальт разрушается после экскаваторных вот этих чисток льда. А смотрите, вопрос. Внутриквартальные проезды, они в чьем ведомстве находятся? Это муниципальная собственность? Конечно. И напоминаю, что башкирские дворики действуют именно в тех дворах, которые в муниципальной собственности земля, насколько мне известно. То есть, по сути, мы обращаемся в администрацию, проводим собрания, а это очень сложно провести собрание, особенно в больших домах. Проводим собрания, тратим определенную энергию, силы, и потом участвуем потом в на конкурсе. ваше решение, грубо говоря, а у нас другое мнение на ваш счет, Да. на этот двор. Мы знаем лучше, чем Конечно. И я хочу сказать, что ведь все это время жители не жалуются, они терпеливо ждут, когда на муниципальной земле в зоне ответственности наконец-то сделают ремонт, который, собственно говоря... А у вас есть какое-то встречное предложение? Допустим, может быть, стоит создать городскую программу ремонта дворов, обновления, понимая, что у нас есть определенные, там, вот, как вы говорите, там, дыры и прочие ямы. Просто произвести обследование, можно сделать это как на научной какой-то основе. Нет? Что можно сделать в этой ситуации, на ваш взгляд? Понимаете, Разиф, я же, в принципе, не против башкирских двориков. Нет, большие деньги нужны на ремонт двора. Давайте начнем с этого. Все зависит от запросов и от того, что предлагается. Вот на этот вопрос сейчас отвечу. Большие ли деньги нужны? Я вам так скажу, что мне вот что не нравится в башкирский дворик, это определенный список услуг, которые должны получить жители. Вот понимаете, когда какая-то тебе говорят, да? Обязательно, какие-то да, обязательные конечно. вещи. Вот мы должны поставить столбы. Это хорошая идея, хорошая. То, чтобы там было видеонаблюдение, вот вы это имеете в виду? Видеонаблюдение, это, скажем так, как опция идет в башкирских двориках. В основном такие вещи, как, например, кстати, вот я с некоторыми депутатами госсобрания, мы общаемся, личный контакт, и вот один из депутатов госсобрания как раз мне недавно говорил, Леонид, говорит, я не понимаю, вот, когда я тему поднял с ним по башкирским дворикам и по недофинансированию, он как раз и говорит, Леонид говорит, я не понимаю, зачем вот эти тренажерные комплексы сейчас в каждый двор.
клево, фишка хорошая, задумка клевая. Но вы знаете, во-первых, ну, тренажерный комплекс, наверное, все-таки при всем, при том, что я сам за них, ну, душою, но их, наверное, так много не надо, наверное. То есть все-таки тренажерный комплекс, он, скажем так, подвержен на улице и повреждениям, и, ну, износостойкостью. Вот, в принципе, с одной стороны, вот в лесу есть тренажерные комплексы, стоят, люди пользуются, я лично сам прихожу и качаюсь, да, хорошие, но все вопрос в том, что не, как врачи говорят же, не навредить, да, здесь тоже, ну, как тут должно быть какое-то все-таки вот, я не знаю, Но там... более гибкий подход должен быть. Да, да. А то второй есть момент же, получается, все, что это построить за счет этой программы, даже должно быть эксплуатироваться и содержаться в Вот нормальном состоянии, вы- а этих денег уже как бы нет. Вы Да? у меня сейчас как с языка сняли вот это вот, я как раз хотел и отвечу на это вот, про обслуживание, эксплуатацию. То, что ломается, кто будет делать? В протоколах по башкирским дворикам четко есть пункт. Значит, обслуживание жители берут на себя. Недавно на совещании, я как член общественного совета при МинЖКХ, собственно говоря, вот надо спасибо сказать председателю общественного совета Носкову Павлу Петровичу, что вот организовал как раз по моей просьбе именно заседание совета, как раз где рассматривались вот эти злободневные вопросы, в том числе по башкирским дворикам программы были заслушаны отчеты по ремонту подъездов, по башкирским дворикам. И вот мы, присутствующие члены общественного совета, узнали от представителей администрации города о том, что сейчас будет решение такое, там постановление о том, что вот эти все уже построенные комплексы, технические, назовем их так, будут обслуживаться за счет города, то есть не за счет жителей. Вот как вы среагируете? Вот, с одной стороны, хорошая вещь. Ведь, да, Для жителей это как бы меньшая финансовая нагрузка, сразу могу сказать. Как бы хорошая новость. Я тут же задал сотруднику администрации вопрос, Разив. А как же протокол? Ведь это же документ. Ведь там же жители проголосовали. На что получил ответ? Ну вот да, вот есть такая коллизия. Вот не вернешь, конечно, но зачем эти коллизии создавать, Сами друзья? создают, Зачем? Вот у нас уже есть одна такая коллизия. По времени у нас есть еще время. Есть, да. Я отойду немножко. Это очень злободневная тема. Собственно говоря, активисты движения «Дворы наши» в ней очень активно принимали участие. Мы проводили собрания, разъясняли людям по поводу передачи индивидуальных тепловых пунктов в собственность жителям. Было решение. Все это касается тех самых тепловых пунктов, которые еще в свое время Илья Шмагомедович Илалов, собственно говоря, передал в хозяйственное ведение МОПУИС. Так вот, 10 лет это оборудование сложное, оно обслуживалось. Причем, как оно обслуживалось, вам активные представители домов скажут. Они просто вот на ура не обслуживались. Не обслуживались. Выполнялись определенные работы, да, поддерживался, скажем так, определенная, скажем так, работоспособность. Ну, работает, но вот то же самое ИТП, в нем присутствует огромное количество этих задвижек. То есть любой насос там перед ним там, или прибор какой-то, тот же самый датчик, для удобства замены. Как правило, получается, их надо раз в год хотя бы ходить и просто поворачивать. Ну, то есть иначе они прикипят. Особенно по горячей воде, по отоплению, там мы знаем, что там химически очищенная вода. Иначе потом придется кувалды отбивать, да? Да просто ничего не сделаешь, ты просто не заменишь, это придется останавливать систему. Так вот эти... казалось бы, мелочь. Вот эти хорошо обслуженные сейчас предлагают жителям: возьмите. Вот мы немножко нажили себе врагов среди, скажем так, отдельных представителей, которые Я же помню, хотели... были скандалы даже то, что на какое-то время дома из-за этого не отапливались просто-напросто. Да, такая ситуация была на Блюхере. Это, то есть доведенные, собственно говоря... Я прервал вашу мысль. Что вы там говорите насчет этого? Вы за то, чтобы я сам переводить? ушел. За то, Да, я чтобы сам ушел. пункты? На примере ИТП, знаете, выражать свое мнение публично, я думаю, все-таки это будет мое мнение, наверное. Я выражаю вот свое мнение, которое сейчас скажу, я, конечно же, отдельные жители меня скажут: что ж ты это так, против нас-то? Потому что, говоря о том, что надо все-таки вот именно как по протоколу, что это должно быть на жителях висеть, я это почему говорю? Я это говорю именно понимая,
как это обслуживало, как это работало, исходя из этого, как это будет работать. Я предполагаю, что вот городская администрация, она не будет по дворам ходить и изучать. Но вот не будет она это делать, так же, как это было из СТП. Во-первых, А если это будет собственность жильцов этого дома, то люди сами будут ходить смотреть? Ну, конечно. Или какого-то специалиста Ну, конечно, нанимать? Радив, и здесь же опять, зачем? Вот зачем это надо было эту идею предлагать? Чтобы людей отвязать от обслуживания, тогда люди будут больше соглашаться вот эти вот чистоколы сооружений ставить в своих дворах. А ведь любой турничок, он денежек стоит больших. И расход идет большой. Ведь здесь уже, опять же, скажем, вопрос-то о том, что ведь можно же было благоустроить, сделать парковки, привести в порядок, если упростить схему или там благоустройства. площадку для выгула собак, условно говоря, сделать. Да, И ну, там практически ничего не надо, кроме забор подкрашивать. там, не знаю. Да, но это делается. Надо сказать, что ведь все-таки я в свое время Артур Валерьевич Хачгалеев тему еще в другие годы поднимал как раз по выгулу собак. Это тема очень больная. Собаководов у нас очень много. Поверьте, ну, не то что поверьте, а это вы сами знаете. Но я бы хотел вас интересы тоже надо повернуть учитывать. вот к вопросу о парковках, хотел бы вас вернуть немножко, потому что я считаю, что владельцев машин еще больше, чем владельцев собак, и проблема парковок волнует, наверное, горожан не меньше. Вот. И сколько я вот не разговариваю с людьми, это мешает, там, допустим, поставить некуда, это трудно, потом, когда снег зимой убирать, мешают машины, то есть это всегда создает проблему какую-то. А на ваш взгляд, вообще есть решение этой проблемы парковок в Уфе? Или его нет? Вот вы же говорили, вы у меня спрашивали, существует ли городская программа. Вот я хочу перенаправить администрации города. А существует городская программа по расширению парковочных мест? Я не слышал. Я не слышал тоже. Вот давайте как раз в прямом эфире сейчас и поднимем вопрос перед депутатским корпусом, когда у нас будет программа по расширению парковочных мест. Я ведь сейчас, почему это говорю? Посмотрите, что происходит. Я, в принципе, ответил. Ну да, но нет, не совсем вы до конца ответили. Насчет программы понятно. Но есть же технические решения, например. При строительстве нового дома можно предусматривать там многоэтажную парковку в самом доме. Можно принимать... Я помню, был какой-то даже договоренность была с каким-то заводом, который готов был строить многоэтажные парковки прямо во дворе. То есть отдельно стоящие. Такие, которые не занимают много места. Много парковок построено было? Ни одного пока нету. Совершенно пока это верно. только Я вот знаю, договор о намерениях, условно. В Олимпик-парке есть парковка такая многоэтажная? Но Вот, суть в том, что образец. если заняться проблемой, то ее решить можно, на ваш взгляд, или нет? Ну, это все через решение горсовета, это глава города должен. Я говорю про этим техническое решение. заниматься. То есть можно же сказать, у нас слишком много машин, слишком мало места для парковок, это невозможно решить. Это так или нет? Это так. То есть невозможно решить? Невозможно Или решить. технически все-таки есть решения какие-то? Ну, невозможно решить, потому что... Я объясняю, почему невозможно, потому что я вам... А мне кажется, все можно решить при желании. Я как бы с иронией, извините, ушел в Ну иронию, но я просто сейчас... А если серьезно? Серьезно, это надо решать. Не можно, а надо решать. И вопрос, как это делать. Вот для этого есть умные головы, которые сидят у нас в управлении, и они должны решать, как сделать жизнь горожан, скажем так, благоприятной и ну, не буду говорить счастливым, хотя бы, чтобы они не были стеснены. Вот я хотел бы сейчас объяснить, почему невозможно, с иронией. Я сейчас хочу привести пример. На примере, я взял с собой документы, как у нас строился жилищный комплекс «Шервуд» возле леса. Слышал такой, да. Помните такой, да? Наши активисты там достаточно долго пытались указывать различные инстанции на то, что там недопустимо строительство, и в силу того, что по генплану там была рекреационная зона, только по правилам землепользования АД-2, и вместо того, чтобы привести правила землепользования в соответствии с генпланом, нам привели генплан в итоге. Все наоборот сделали. Да. Вот я взял с собой два документа, чтобы показать, как у нас строятся дома, в которых потом будут жить люди, автомобилисты и собаководы в том числе. Вот Хорошо, смотрите. слушаю. Вот выдается 28 июня 2018 года и подписывает его начальник отдела разрешения Зарипов Инсалы. Вот в этом разрешении у нас указано, что первый этап секции, потом будет подземная автостоянка. Прекрасно. Отличная идея. Вот вы говорите, можно? Оказывается, можно. Вот то, о чем я говорю, да, здесь даже площадь указана.
Затем активисты движения «Дворы наши», ну и, собственно говоря, надзорные органы, в том числе и Госрожнадзор, указывают, долго указывают, Нельзя. пальчиком стучит. Появляется новое разрешение на строительство. Читаем. Через какое время появляется? Через год? Между октябрем и июнем. Ага, все понятно. 10 минус 6, 4 месяца спустя. Вот администрация выдает решение на строительство. Уже другой. Что там изменилось? Начальник отдела Чебаков Е.А. Начальник сменился как минимум. Начальник сменился. Теперь смотрим, что у нас по поводу второй очереди. О, интересно. Теперь, оказывается, у нас не подземная парковка. Там выяснилось, что то, что было заложено застройщиком, якобы подготовленные места, они находятся совсем на территории, которая не принадлежит им. То есть там было заявлено, о чем Госрожнадзор, и мы указывали. Часть в лесу была якобы там, в тени деревьев должны были там около 100 машин расположиться. Часть на территории рядом с клиникой БГМУ, почему-то они должны там занять были свои места жителей. То есть, а часть вообще у Дворца спорта. Вот как. Вот То так есть весело никакой было. подземной парковки речи Мы нет. это показываем, и вот застройщик так, хорошо, окей. Можно, оказывается, как вы говорите, можно ли? Можно, оказывается. Вот, оказывается, можно сделать еще вторую часть строительства не подземную парковку, а так называемый подземный механизированный паркинг. Окей. Мне кажется, что-то масло масляное, одно и то же, нет? Тогда был еще заммэра, по-моему, Хайрулин был такой, и мы как раз добились организации встречи. С ним, значит, у нас за столом переговоров были активисты движения «Двор наши», был Байден Олег, главный архитектор, Олег Анатольевич, извиняюсь, да. Значит, был представитель застройщика, это коммерческий директор третий трест, по-моему, сейчас не буду врать, не в эфире, да. Застройщика, представитель застройщика, да. Были сотрудники администрации, и вот как раз Олег Анатольевич, это было публично сказано и нами отмечено, главный архитектор, когда мы говорили о том, что замечаний очень много было сделано Госрожнадзором, такие слова он произнес. Дескать, что там эти инспектора Госрожнадзора, что они там, что они специалисты, что ли? Ну, примерно так было сказано. Это сказано. Это было публично сказано. То есть, вот такая реакция была. Такая реакция была на этой встрече. С нами застройщик пытался как-то найти общий язык с активистами. Ну, мы достаточно бурно выступали все-таки. И, в принципе, застройщик говорил нам, ну что вот вы хотите, ну давайте мы облагородим ваш лес. Мы говорим, не надо нам облагораживать наш лес. Вот, вернее, мы не против, но как вы хотите? Ну вот скамеечки поставим. Ну, так сказать, вот вы поставите эти скамеечки, а машину-то где будете ставить? Вопрос был простой к застройщику. А механизированный паркинг-то было изменение документации, на что мы получили ответ? Да ничего там не надо, изменения. Что мы имеем сейчас? Что имеем мы, в том числе и жители этого дома, двух домов, они сейчас имеют отсутствие вообще какой-то парковки. То есть, понимаете, вот передо мной разрешение два документа. Отдел градостроительного контроля и выдачи разрешений. В одном указано, что будет подземная парковка, в другом указано, что будет механизированный паркинг. Видите, как прям вот увеличивается Ну, тоже хорошо. темпы строительства. Да. А в итоге ничего. Ничего нет. Как это назвать? Ошибка? Я не знаю. Может быть, вы сможете как-то это назвать. То есть люди, которые с радостью купили, клюнув на какие-то посылы, что там будет вот у них парковка. То есть, фактически говоря, почему? Не захотели денег тратить? Или что? Зачем? Невыгодно. Вот здесь просто рыночный механизм. Невыгодно. То есть выгодно, что выгодно застройщику сейчас в Уфе, ну и в других городах, наверное, выгодно вот на маленьком кусочке земли поставить по самому дом. Большой, там, этажей 20, если не больше. Побольше да? лучше. Побольше. Денег побольше будет, потому что с этого дома. А в этих А потом- 20-этажках можно, потом- допустим, 3 этажа посвятить парковкам. Да. Можно. Почему нет? А зачем? Это же технически, во-первых, это надо строить, а по... Репутация будет хорошая у строителя. Во-первых, там Покупать же- будут квартиры в этом там, доме. Я так полагаю, что, возможно, там жить еще и с почвами проблема. Это да, но я, насколько знаю, есть строители у нас в Уфе, которые такие проекты делают. Ну хорошо ведь, хорошо, что делать. Кстати По говоря, крайней мере, я разговаривал с одним таксистом, он говорит, вот здесь, вот в этом доме есть. такие есть. И По-моему, там в этом- даже вот в 4 сезона там есть.
То есть Насколько она работает хорошо, там что-то слышал я. Там свои нюансы есть. Есть проблемы, Есть жители, которые просто не хотят там 200 рублей в месяц платить и Конечно, ставят на конечно, улице. да. То Не есть просто не пользуются хотят парковкой. платить, да. Это уже другой Но разговор. она есть, да. То есть Это при надо желании сказать, можно да. все сделать, но в данной ситуации, по которой вы говорили, были хорошие намерения на бумаге, а на словах были. Ну, это А не на деле... намерение, это я считаю, что это... Или вы считаете, это уже как закон должно Ну, быть? это халатность это или как? Это вот когда в отделе разрешения выдают, то есть документы, как вообще принимали этот объект, как его принимала, его же принимала администрация района, как его принимали, скажите мне, вот давайте подумаем, как его принимали. То есть вот здесь написано, что у меня, должна знаете, быть парковка. Где парковка? Житейский ответ. День-нибудь в бане принимали, наверное. Непонятно. Больше никак я не могу объяснить. И вот на примере этого же ЖК «Шервуд» могу сказать, что, как вы думаете, где у них там детская площадка? Не был там, не знаю, не могу Ну, сказать. предлагали же в лесу благоустроить. Вот и отблагоустроили для жителей. Сделали им там в лесу, оградили. Причем мы стали жаловаться на то, что это не территория жилищного комплекса, это территория муниципальной земли. Какое-то время это нас не раздражало, потому что это была территория общего пользования. Жители въехали туда и начали жаловаться. А что это здесь ходят другие? Платим-то мы. Ну, они же не понимают. Им застройщик сказал, вот, мы вас построили. Им не интересно, на Тут чьей есть земле. очень много таких А моментов. куда им ходить? В ваши дворы идти, в старые. Вот же мы денежку заплатили. Они немалую денежку заплатили. Они Ну, а земля внесли, все равно заплатили налоги принадлежит денег, городу. в условно. государственный бюджет, Понятно. да. А земля-то получается. Так вы видели, как это благоустройство делалось, какими способами непонятными там. Где-то что-то администрация района, где-то застройщик, где-то. Леонид, прошу прощения, у меня пару коротких вопросов. Постарайтесь на них коротко ответить, потому что у нас осталось пару минут буквально. Помнится, очень большая была история с изменением городского генплана, когда вот вы обращались и прокуратура в суд обратилась, что вот вы тоже об этом упоминали, изменили назначение целого ряда земельных участков без общественных слушаний. Да. Вот. Суд принял сторону, получается, прокуратуры, и в том числе вашу. Они довели до конца. А что дальше? То есть дальше же, по идее, надо было внести изменения в генплан? Согласно этому решению или нет? Ну, там очень много моментов, их сейчас уже за эти оставшиеся 2 минуты. Могу сказать, что очень много там было моментов, которые, ведь не надо забывать о том, что эти решения принимались городским советом. Вот здесь очень важно сакцентировать на этом, что постановление администрации можно отменить, а вот решение горсовета кто может отменить? Ну, горсовет. Да сам. никто не может отменить. Почему? А горсовет Я имею в виду, что кто может отменить? Прокуратура может постановление. А как заставить горсовет? Вот у вас есть рычаги? Ведь это депутаты. Это да, представительная власть. Здесь как раз, да, это представительная власть. И вот как раз здесь и речь о том, что это намного сложнее, когда... Вот хороший вопрос, который вы сейчас только что затронули, что горсовет может это сделать, но вот как повлиять? Смотрите, кто может контролировать соответствие фактического строительства проектам? Администрация, в которой горсовет из тех же застройщиков состоит. Тут как бы немножко путаница. Администрация и горсовет разные вещи. Конечно. Но в горсовете есть застройщики. И исполнительная Да, власть. в горсовете тоже есть застройщики, они свои лобби, я думаю, там есть определенные. Может, сейчас поменьше. Вот. Кто может контролировать соответствие фактического содержания проекта тому, что запланировано было? Решение горсовета проходит контроль в прокуратуре. Как прокуратура отработает, насколько она будет последовательно. И именно поэтому в прокуратуру обращаетесь, да? Вы Конечно, в данном конечно. случае, Ну, в других полиция ситуациях не тоже. занимается этим, сразу говорю. Это единственный орган, который может... Я хочу... У нас времени мало уже осталось. Минута у вас есть? Ну, тогда я могу напомнить о том, что, говорится, такую переспелую вишенку на торт положу. О том, что мы обращались и Бастрыкину, в том числе, главе Следственного комитета. Комитет России. Да. И он обратил на нас внимание и дал задание. До сих пор мы так и не поняли, как реализовано вот это вот его задание. То есть Следственный комитет кого-то наказал или нет, пока мы не видим. Это просто, скажем так, информация к размышлению. То есть некой обратной связи не хватает, да? Вот когда что-то принято хорошее решение, а как оно исполняется, вы не знаете. Но было об этом везде сказано, что взяли на контроль. У нас были 2 встречи с Чернятьевым, с главой Следственного управления Следственного комитета по РБ. Но пока вот мы не можем вмешиваться в действия Следкома. Возможно, какие-то дела ведутся, но я просто хочу буквально через прямой эфир напомнить, что мы-то не забыли тоже. Хорошо.
Одним словом, главное в вашей деятельности это общественный контроль, активность горожан и ничего не забывать при этом, я так понимаю. Иначе Я, говорит, дело с мертвой точки не злой, сдвинется. у меня память хорошая просто. Спасибо большое. Напомню, что у нас в студии был активист общественного движения «Дворы наши» Леонид Бирюков, а я, Разиф Абдуллин, с вами прощаюсь. Встретимся в понедельник. Вот лично я буду в понедельник.